Күндүз ахасерин лохтохтора дравларон. Здравствуйте, дорогие якутяне. Я прежде всего обращаюсь к партиям и кандидатам КПРФ, Яблоко, Справедливая Россия, ЛДПР, Новые люди и другим партиям в Якутии, кроме единороссов, а также общественным деятелям, журналистам и всем якутянам в целом. Прямо сейчас работников бюджетных организаций заставляют перезакреплять свои избирательные участки, заставляют учителей наших детей обзванивать родителей, чтобы убедить проголосовать за Единую Россию, или узнать, за какую партию они голосуют, чтобы попросить их перезакрепиться. А также оказываются и иные методы давления и запугивания. Каждый раз мы закрываем глаза на то, как Единая Россия в выборах использует свой административный ресурс. Все эти махинации стали будто бы нормой. Но это абсолютно ненормально. Это по сути нарушение 28 и 29 статьи Конституции Российской Федерации, а также нарушение 13 и 14 статьи Конституции Якутии. Если мы хотим демократическое общество, мы обязаны гарантировать свободу выбора каждого якутянина. Свобода выбора – основа гражданских прав. Уважаемые представители системной и несистемной оппозиции, а также общественники, на наши плечи ложится защита народа. Я предлагаю нам вместе организовать движение под хэштегом «Защитим избирателей Якутии» и записать видео, в котором мы скажем о том, что готовы позаботиться о свободе выбора якутян и укажем свои контактные данные для того, чтобы избиратели могли обратиться к нам с жалобой по давлению со стороны административного аппарата. И я сделаю перепост вашего видео. Вот я прикрепляю мою электронную почту, уважаемые якутяне. Если на вас давят на работе, заставляют голосовать за определенную партию или кандидата, принуждают идти голосовать в определенный день и в целом нарушают ваше право на свободные выборы, напишите мне об этом, и я придам этому огласку. Я запишу сторис о каждом нарушении. Но чтобы никого не оклеветать, мне нужны фото и видеодоказательства, скриншоты, а также ваш контактный номер. Вы останетесь анонимны для публики. Я прекрасно понимаю, что в большинстве случаев вас насильно никто не заставляет, хотя ситуации, полагаю, разные. Вам скорее рекомендуют, просят, но мы все понимаем, что если напрямую отказаться, то вы тут же окажетесь в немилости у вашего начальства, а ваш начальник в немилости у власти. Поэтому я предлагаю вам при полной невозможности сопротивления делать так, как просят, в рамках разумного. Но в кабинке сделать свой личный выбор. Но если вас просят сфотографировать заполненную бюллетень, то это уже прямое нарушение тайного голосования. Если у вас творится такой беспредел, обязательно напишите об этом мне или иным деятелям, кто присоединился к движению «Защитим избирателей Якутии». Также меня часто спрашивают, как проголосовать, если вы в другом городе. Вам нужно обратиться в ваш местный УИК или МФЦ. Сделайте это как можно скорее. Я рекомендую пойти на выборы 19 сентября. Заранее уточните ваш избирательный участок. Это можно сделать на сайте yaktik.ru. И там есть картинка «Найди свой участок». Там забивайте ваш адрес по прописке и узнаете, где вы голосуете. Не забудьте паспорт. Можете взять с собой на всякий случай и свою ручку. Если вы по приходу вдруг узнаете, что за вас уже кто-то проголосовал или в целом вы установите какие-либо нарушения, зафиксируйте это на фото или видео, позовите любого из наблюдателей, запишите его фамилию, имя и отчество, посмотрите его удостоверение. Если удостоверения нет, обратитесь к полицейскому на участке, вызовите председателя комиссии, поставьте его в известность, потребуйте протокол о факте нарушения законодательства и обратитесь с заявлением в прокуратуру. Кстати, насчет наблюдателей. Наблюдатель на выборах – это почетное, благородное обязательство, которое вы можете на себя возложить в период голосования. Насколько я помню, наблюдатели стоят по полдня в течение 3 дней. Это несложно, вас обучат, где-то, может, даже заплатят, но тем самым вы вносите посильный вклад в честные выборы. Если вам интересно стать наблюдателем, обратитесь в избирательный штаб партии или кандидатов. При любых обстоятельствах давайте относиться друг к другу с уважением, пониманием и, что бы ни случилось, оставаться людьми.
Приходите на выборы, не оставайтесь в стороне. Давайте вместе приводить нашу Якутию к светлому будущему. Пожалуйста, сделайте репост этого видео у себя в сторизе. Чем больше людей узнает о нашем движении, тем большую защиту мы сможем обеспечить.